Нардские игры прошли в Северной Осетии. Участники соревнуются в несколько этапов. Сначала забег на горной местности, затем стрельба из разных видов оружия. Главное – быстрота и ловкость. Организаторы отмечают, это не только хороший способ продемонстрировать свои навыки и умения, но и укрепить дружеские отношения с соседними регионами. В играх участвуют и гости республики. География будет расширяться, а соревнования будут становиться сложнее. Хетакплиев расскажет подробнее. Пятиминутная готовность, и команда отправляется в путь. До места назначения почти 12 километров. Такая дорога здесь не везде. На каких-то участках ее и вовсе нет. БТР, на котором наша съемочная группа, проходит с легкостью все преграды. А вот конкурсантам здесь надо справиться с горной рекой. Примерно через час участники на месте. Здесь их ждет главный судья соревнований. Он засекает время, за которое пробежал каждый конкурсант. Лучший личный результат у студента из Северо-Осетинского госуниверситета. Батраз Лянов 12 километров пробежал за 45 минут. Нашей команде там помощь не нужна была. Все физически хорошо подготовлены, и особо не нужно было им помогать. Они сами знали, что делать и как бежать. Согу вперед! А лучший командный зачет у женской команды. Она тоже из Согу. Пока все остальные конкурсанты добегают до финишной прямой, здесь для них готовят еду. Мясо, компот, хлеб. Все из вкусной полевой кухни. Пока еда готовится, участникам остается пройти еще один этап – стрельба. Конкурсанты должны показать свои навыки владения 3 видами оружия. Как и в беге, здесь учитываются общие успехи команды. Раньше времени, которые пришли, команды, им будут добавляться как бы в счет допущенных, там, которые у них будут ошибки, то есть это будет им идти в плюс. Среди участников нардских игр как молодежь, так и люди постарше. Организатор соревнований, руководитель республиканского ДОСААФ Борис Кантемиров. По его словам, все хотят показать свои навыки и умения, как это делали наши предки. Сейчас возможности другие. Место для игр выбрали не случайно. Это поле, где наши далекие предки демонстрировали свои воинские искусства в мирное время. Сейчас воинские искусства поменялись. Мы не бросаем здесь камни, копья, потому что мы движемся со временем. И вот сегодня мы будем здесь культивировать те современные направления воинских искусств, которые есть. Такие соревнования, отмечает Борис Кантемиров, укрепляют и отношения с другими регионами. В играх уже участвуют гости из Ставрополя, а на следующие соревнования желающих еще больше. Но уже со многих регионов России нам звонят и спрашивают, что нужно для этого. Мы открыты, мы не приватизируем себе аланскую тему. Я считаю, аланская, нартовская тема, она должна объединять, а не делить нас по квартирам, по своим. И вот мы, живущие на земле, где вот эти все и священные места, о которых молились, да, аланы, и где они состязались. В конце концов, мы люди говорящие на этом языке, мы всех приглашаем и будем с удовольствием со всеми делить вот эту радость. С каждым разом соревнования будут сложнее. Помимо бега и стрельбы, конкурсантам предстоит соревноваться в ориентировании на местности и выживании. Хетакплиев, Алан Суанов, Новости Осетии.